Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. 31 октября отмечается Международный день экономии. Этот праздник родился на Первом международном конгрессе сберегательных банков в 1924 году. Экономия денег, их правильное распределение и сбережение – одна из животрепещущих тем, пожалуй, для каждого человека. Если у вас уровень доходов позволяет, рекомендую делить на 3 части ваши доходы. Треть отправить на текущее потребление, треть на резерв каких-то расходов долгосрочных, на пенсию, а треть копить на какие-то ежегодные расходы в виде отпуска или какой-то покупки относительно крупной. Вот если вы сможете выдержать вот эти правила 3 кошельков, то тоже это будет большим плюсом. Путь к сбережению средств начинается с анализа текущих расходов и понимания, куда утекают деньги, а также с составления личного финансового плана. Благодаря этой работе денежные потоки будут систематизированы, и в них обязательно найдется место для накоплений и приятных трат. Очень важно сформировать резерв на непредвиденные расходы. Это, примерно рекомендуется от 3 до 6 месяцев, которые вам надо на и самый минимальный расход, который вам надо на текущую жизнь, их держать как неприкосновенный запас и не тратить ни в коем случае, держать их на тот случай, если вы работу потеряете или там же лечение надо будет срочно проплатить. Это должен быть резерв. И очень важно беречь себя от спонтанных покупок. Если вы собираетесь в магазин, напишите заранее, что вам надо, и покупайте только по этому списку, не отклоняясь куда-то. Тогда вы действительно сможете защитить свои деньги, потому что спонтанные покупки, они, как правило, очень дорогие и ненужные бывают. Стоит помнить, что экономия относится не только к деньгам. Тайм-менеджмент поможет сэкономить время, а дисциплина и режим дня сберегут ваши силы и здоровье.